Не думать о плохом и работать – это было главным для них. О льготах и собственной безопасности никто не беспокоился. Тогда все руководствовались тем, что нужна помощь станции, попавших в беду, и значит самим себе. С экстремальной командировки возвращались с чувством исполненного долга. До Чернобыля на здоровье мало кто жаловался. Все произошло потом. Стали мучить головные боли, ныть кости, появились проблемы со сном. Поэтому неудивительно, что вопросы в этот день в основном касались медицинского обслуживания и обеспечения санаторно-курортным лечением. Собравшихся интересовал и порядок оформления направлений в военный госпиталь. Заместитель главного врача Центральной городской больницы Юрий Лысенко рассказал, что обслуживанию данной категории лиц уделяется отдельное внимание, однако недостаточность медперсонала все же дает о себе знать. Много обращений было направлено и представителям жилищно-коммунального хозяйства. В частности, ветераны Чернобыльской АЭС задавались вопросами очистки, отсыпки дорог и уличного освещения. Особенно их волновало состояние прилегающих участков некоторых магазинов, на что было дано разъяснение, что за прилегающей территорией в ответе само руководство торговых точек, ну а контроль за этим строго ведут инспекторы по благоустройству. На вопросы участников собрания также отвечали представители общества ветеранов Пенсионного фонда Центра социальной поддержки населения. В своем выступлении председатель общественной организации Зинур Юланов отметил, что, несмотря на все трудности, общими усилиями активных членов организации и руководителей города они добиваются положительных результатов. К примеру, все участники ликвидации получили сертификаты на приобретение квартиры. Несмотря на усложнение процедуры, сегодня готовятся документы на получение высоких наград, ведется подготовка к 30-летию трагедии. Председатель добавил, что некоторые участники сами пассивны в прохождении ежегодного медосмотра, что не сказать, например, об участии на общественных мероприятиях. В этом отношении о чернобыльцах только хорошие отзывы. Привычка находить во всем плюсы появилась у этих людей именно после Чернобыля. Там они поняли, что пока есть возможность радоваться чему-то, нужно это делать. Всем бы так относиться к жизни, только без опыта экстремальных ситуаций. На собрании были намечены планы на будущее, ну а председатель организации Зинур Юланов был переизбран на новый срок.